Здравствуйте, дорогие наши зрители! Посмотрите, сколько мы получаем писем. А это значит, что наши передачи очень полюбились нашим зрителям. Очень приятно, что ребята не просто смотрят наши сказки, они присылают нам письма с пожеланиями и с предложениями. Сегодня у меня в руках письмо мальчика Вани. Он очень любит сказки и просит исполнить для него его любимую русскую народную сказку «Царевна-лягушка». Ну что ж, дорогой Ваня, и вы все остальные наши любимые зрители, сегодня располагайтесь удобно и слушайте сказку «Царевна-лягушка». В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицею. У них было 3 сына, все молодые, холостые, удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Младшего звали Иваном-царевичем. Говорит им царь таково слово: «Дети мои милые, возьмите себе по стрелке, натяните тугие луки и пустите в разные стороны. На чей двор стрела упадет, там и сватайтесь». Пустил стрелу старший брат. Упала она на боярский двор, прямо против девичья терема. Пустил средний брат. Полетела стрела к купцу на двор и остановилась у красного крыльца. А на том крыльце стояла душа девицы, дочь купеческая. Пустил младший брат. Попала стрела в грязное болото. Подхватила ее лягушка-квакушка. Говорит Иван-царевич: «Как мне за себя квакушку взять? Квакушка не ровня мне». «Бери, — отвечает ему царь. знать, судьба твоя такова». Вот поженились царевичи, старший на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. Призывает их царь и приказывает: «Чтобы жены ваши испекли мне к завтраму по мягкому белому хлебу». Воротился Иван-царевич в своей палаты не весел, ниже плеч буйную голову повесил. Ква, ква, Иван-царевич, по что так кручинен стал? Аль услышал от отца своего слово неприятное. «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал тебе к завтраму изготовить мягкий белый хлеб». Не тужи, царевич, ложись-ка спать, спочивать, утро вечера мудренее. Уложила царевича спать, да сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась душой девицы, Василисой Премудрою, вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков ела я, кушала у родного моего батюшки». Наутро проснулся Иван-царевич, у квакушки хлеб давно готов, и такой славный, что не вздумать, не сгадать, только в сказке сказать. Изукрашен хлеб разными хитростями, по бокам видны города царские с заставами. Благодарствовал царь на том хлебе Ивану-царевичу и тут же отдал приказ 3 своим сыновьям: «Чтобы жены ваши соткали мне за единую ночь по ковру». Воротился Иван-царевич не весел, ниже плеч буйную голову повесил. Ква, ква, Иван-царевич, по что так кручинен стал? Аль услышал от отца своего слово жесткое, неприятное. «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал за единую ночь соткать ему шелковый ковер». Не тужи, царевич, ложись-ка спать почивать, утро вечера мудренее. Уложила его спать, а сама сбросила лягушачью кожу и обернулась душой девицей, Василисою Премудрою,
вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом. Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, шелковый ковер ткать, чтоб таков был, на каком я сиживала у родного моего батюшки. Как сказано, так и сделано. Наутро проснулся Иван-царевич, у квакушки ковер давно готов. И такой чудный, что не вздумать, не взгадать, разве в сказке сказать. Изукрашен ковер златом серебром, хитрым узором. Благодарствовал царь на том ковре Ивану-царевичу и тут же отдал новый приказ, чтобы все 3 царевича явились к нему на смотр со своими женами. Опять воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйную голову повесил. Ква, ква, Иван-царевич, по что кручинишься? Али от отца услыхал слово неприветливое? Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка велел, чтобы я с тобой на смотр приходил. Как я тебя в люди покажу? Не тужи, царевич, ступай один к царю в гости, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет. Вот старшие братья явились на смотр со своими женами, разодетыми, разубранными, стоят, да с Ивана-царевича смеются. Что ж ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке принес. Где ж такую красавицу нашел? Чай все болото исходил. Вдруг поднялся великий стук да гром, весь дворец затрясся. Гости крепко напугались, повскакивали со своих мест и не знают, что им делать. А Иван-царевич говорит: Не бойтесь, господа, это моя лягушонка в коробчонке приехала. Подлетела к царскому крыльцу золоченая коляска, в 6 лошадей запряжена, и вышла оттуда Василиса Премудрая. Такая красавица, что не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Взяла Ивана-царевича за руку и повела за столы дубовые, за скатерти белые. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, да косточки за правый рукав спрятала. Жены старших царевичей увидали ее хитрости. Давай и себе то же самое делать. После, как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой рукой, сделалось озеро. Махнула правой, и поплыли по воде белые лебеди. Царь и гости диву даются. А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками, гостей забрызгали, махнули правыми, кость царю в глаз прямо попала. Царь рассердился и прогнал их нечестно. Тем временем Иван-царевич улучил минутку, побежал домой, нашел лягушачью кожу и спалил ее на большом огне. Приезжает Василиса Премудрая, хватилась, нет лягушачьей кожи. Приуныла, запечалилась и говорит царевичу: Ох, Иван-царевич, что же ты наделал? Если б немножко ты подождал, я бы вечно была твоею. А теперь прощай. Ищи меня за 39 земель в 30-м царстве у Кощея Бессмертного. Обернулась белой лебедью и улетела в окно. Иван-царевич горько заплакал, помолился Богу на все 4 стороны и пошел, куда глаза глядят. Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, попадается ему навстречу старый старичок. Здравствуй, добрый молодец. Чего ищешь? Куда путь держишь? Царевич рассказал ему свое несчастье. Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе и снимать было. Василиса Премудрая хитрей, мудреней своего отца уродилась. Он зато осерчал на нее и велел ей 3 года
квакушкою быть. Вот тебе клубок. Куда он покатится, ступай за ним смело. Иван-царевич поблагодарствовал старику и пошел за клубочком. Идет чистым полем, попадается ему медведь. Дай убью зверя. А медведь говорит ему: Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь пригожусь тебе. идет он дальше, глядь, а над ним селезень летит. Царевич прицелился из ружья, хотел было застрелить птицу, как вдруг заговорила она человеческим голосом. Не бей меня, Иван-царевич, я тебе сама пригожусь. Он пожалел и пошел дальше. Бежит заяц косой. Царевич опять за ружье стал целиться, а заяц молвит ему человеческим голосом. Не бей меня, Иван-царевич, я тебе сам пригожусь. Иван-царевич пожалел и пошел дальше, к синему морю. Видит, на песке лежит, издыхает щука-рыба. Ах, Иван-царевич, сжалься надо мною, пусти меня в море. Он бросил ее в море и пошел берегом. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек к избушке. Стоит избушка на куриных лапках, кругом повертывается. Говорит Иван-царевич: Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила. Ко мне передом, а к морю задом. Избушка повернулась к морю задом, к нему передом. Царевич взошел в нее и видит: на печи, на 9 кирпичи лежит баба-яга, костяная нога. Нос в потолок врос, сама зубы точит. Ой, веси, добрый молодец, зачем ко мне пожаловал? Спрашивает баба-яга Ивана-царевича. Ах ты, старая хрычевка, ты бы прежде меня, добромолодца, накормила, напоила, в бане выпарила, да тогда бы спрашивала. Баба-яга накормила его, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую. Знаю, она теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Смерть его на конце иглы. Та игла в яйце, то яйцо в утке, то утка в зайце, тот заяц в сундуке. А сундук стоит на высоком дубу, а то дерево Кощей, как свой глаз, бережет. Указала яга, в каком месте растет этот дуб. Иван-царевич пришел туда и не знает, что ему делать, как сундук достать. Вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь и выворотил дерево с корнем. Сундук упал и разбился вдребезги. Выбежал из сундука заяц и во всю прыть на утек пустился. Глядь, за ним уж другой заяц гонится, нагнал, ухватил и в клочки разорвал. Вылетела из зайца утка, поднялась высоко-высоко, летит. А за ней селезень бросился. Как ударит ее, утка тотчас яйцо выронила. И упало яйцо то в море. Иван-царевич, видя беду неминучую, залился слезами. Вдруг подплывает к берегу щука и держит в зубах яйцо. Он взял то яйцо, разбил, достал иглу и отломил кончик. Сколько ни бился Кощей, сколько ни метался во все стороны, а пришлось ему помереть. Иван-царевич вошел в дом Кощея, взял Василису Премудрую и воротился домой. После этого они жили вместе долго и счастливо. Вот какую сказку Башкирский государственный театр кукол сегодня подарил нашим зрителям. Если вы хотите еще какие-нибудь сказки свои любимые услышать, пишите нам, ребята, мы обязательно для вас их прочтем. И обязательно ставьте лайки, мы тогда будем знать, кому что понравилось. А теперь все укладывайтесь в свои кроватки и скорее засыпайте. Сладких вам снов, друзья!